Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Трудома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 января. Мы с вами смотрим все знаки зодиака на вот такой колоде. Называется она «Цыганский пасьянс». Смотрим все знаки по очереди. Начинаем с Овнов. События дня для вас. Так, 9 января. Воскресенье это у нас. Смотрим. Овны, покажите мне, пожалуйста, 9 января, воскресенье. Для овнов. События дня. Смотрим, овны, для вас. Что тут приготовил день? Флаг, победа. Это может быть победа, достижение, результат какой-то. Якорь, это получается поставить точку, что-то закончить, доделать. Либо еще как вариант, возможно, вы где-то проведете в одном месте много времени. Да, то есть где-то заякоритесь. Общение с другом, подружкой. Бабочка, деловые отношения. Ну, это общение с кем-то, может быть, по работе, дела, если какие-то есть. Так, траты, мешочек с деньгами. Ну, у некоторых проигрывается как получение. Книга – это казенный дом, то есть это какое-то госучреждение, госструктура. Вы можете посещать в этот день. Обман нельзя. Так, проверяю периметр для вас. Смотрим. Здесь нет, 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 нет. Теперь в вертикали шарики есть. Смотрим шарики. Вернее, ложим, а не смотрим. Шарики – это хорошие новости. Очень приятные. Так, здесь нет, нет. Нет совпадений. И нет совпадений. Получается, у вас первое – это флаг, это победа, результат, достижение какая-то. Вот если особенно соревнования принимаете, участвуете в соревнованиях в этот день, то точно победа будет за вами, если с кем-то соревнуетесь. Встреча с другом, ну или общение, может быть, деловые отношения, что-то получается закончить, доделать или где-то провести много времени вместе. Траты. Казенный дом, это госучреждение. Может быть, много времени проведете в каком-то госучреждении. Может быть, соревнования какие-то, да, то есть какой-то стадион, дворец спорта, да, вот что-то такое может быть. И хорошие новости. Вот такой у вас замечательный день, овны. Благодарю за внимание. Все события очень хорошие. Так, переходим к тельцам. Сейчас посмотрим, что у тельцов. Я меняю значок, и мы смотрим с вами. Тельцы. Девятое января. Воскресенье. События дня. Девятое января. Воскресенье, события дня для тельцов. Покажите мне. Письмо. Письмо – это получение, может быть,
какой-то новости, может быть посылки или документа еще, да, то есть, ну, какой-то бумаги, скорее всего, это вот когда получаете какую-то бумажку. Так, рыба. Рыба – это скользкое дело. Какое-то скользкое предложение вы можете получить. Заманчивое. Да, заманчивое, но очень скользкое. Поэтому обращайте внимание, кто вас попытается обмануть в этот день. Деловая встреча. Может быть, на деловой встрече. Да, то есть с кем-то по работе будете встречаться, кто-то что-то предложит. Но это будет что-то не совсем замечательное. Причем это, знаете, как... скажем так, все это распишут в красивом, да, каком-то свете, но на самом деле там ничего хорошего нет. Застолье. Так, застолье, слезы. Слезы еще есть. Ну, слезы не всегда проигрываются, да, как слезы печали. Иногда это, может быть, будете смеяться до слез. Да, вот на застолье на этом кто-то что-то будет рассказывать, будет сильно весело. А так тоже может быть. Ожидание, смотрите. Может быть, кого-то ждали застолье, да, на застолье, вот, да, до слез. Кто-то пришел, и вы прям так рады. Сейчас я проверю еще периметр. И скажу вам, что получается. Так, здесь нет карточки, здесь нет. Нет, нет, нет. И друг можно еще. Друг. Может быть, ждете какого-то друга, ожидание друга. Да, вот, может быть, там 100 лет не виделись. Так, хорошо, смотрим. У вас получается, тельцы, получение новости какой-то, да, новости либо документа, скользкое дело, вот осторожно нужно, осторожными вам быть, что-то могут предложить, деловая встреча, застолье, ожидание, общение с другом и слезы. Вот такие события. Слезы, кстати, могут проиграться вместе со скользким делом, да, что вы потом слезы будете лить, что вы на это согласились, если вы вот вовремя, да, не откажетесь, обвяжетесь в эту авантюру, тогда вот можете и слезы лить. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, ну что, меняем знак и смотрим. Близнецы. Близнецы, 9 января, воскресенье, события дня. Смотрим. Чемодан, разлука с кем-то, расставание. Свечи, оптимизм, надежда. Пустые разговоры, колокольчик, пустой звон.
Застолье. Ну, это, скорее всего, вот на застолье будет пустые разговоры. События в доме. Ну, это вот как раз событие, застолье по поводу какого-то события. Может быть, кто-то к вам будет приезжать с чемоданом, да, или вы будете куда-то с чемоданом ехать. То есть, может быть, это событие где-то не в вашем городе, как вариант. Так, ладно, сейчас я еще проверяю периметр и смотрим потом, что получается. Здесь колебания, сомнения еще я вижу. Какие-то колебания, сомнения. Так, теперь здесь нет, здесь нет, здесь нет. Нет, не вижу я по периметру. Получается, что первая была разлука с чемоданом, да, какое-то событие связано. Расставание, разлука. Но это понимание, да, вот дальше идет надежда. То есть тут есть четкое понимание, что это не расставание навсегда. Да, ну, это какое-то временное расставание. Потому что надежда выпадает, да, на новую встречу. Застолье, события в доме, колебания, сомнения и пустые разговоры. Вот такие события, близнецы, у вас. Все крутится вокруг какого-то вот застолья и события. Все события, да, привязаны к этому, похоже. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, меняем знак и смотрим. Раки. События для вас. Девятое января. Воскресенье. События для раков. Покажите мне. Так, раки, вижу гости. Первое событие. Гости. Смотрим дальше. Деловая встреча. Приглашение. Наверное, вас в гости зовут. Да, то есть вы идете в гости. Приглашение. Замок, открывается какая-то тайная информация интересная. Наверное, в гостях вам что-то расскажут интересненькое. Так, и проверяю периметр. Сразу вижу ключ. Да, то есть говорит о том, что, видите, ключик открывает все замочки для вас в этот день. Да, то есть открываются все двери, информация. Да, то есть все, что вам нужно, все вы получаете в этот день, когда выпадает ключ. Так.
И еще вижу яблоко. Яблоко — это слезы. Слезы. Ну, слезы тут, в принципе, могут... Да, то есть слезы не всегда это печаль. Это могут быть слезы радости. Так, смотрим. Здесь нет карты, здесь нет совпадений, нет. Весть нельзя. Здесь нет. И здесь нет карточки. Да, мы не можем сравнить. Получается, у вас первое выпадает слезы. Причем это вот, скорее всего, прям будет с утра. Да, вот встали, да, и сразу слезы. Не знаю, что за повод у вас там будет поплакать. Слезы. Затем идут гости, встреча, приглашение, тайна открывается, ну, какая-то информация. И ключик показывает, что все в ваших руках в этот день. Да, то есть поэтому вот все двери перед вами открыты. Да, и все получается. Ну, вот единственный минус — это какие-то слезы с утра. Может быть, страшный сон там вам, не знаю, приснится, да, и вы в слезах проснетесь. Ну, какие-то слезы с утра. Благодарю за внимание. Перехожу ко львам. Так, меняем знак на львушек и смотрим. Так, львы. 9. Января. События дня для львов. Покажите мне, пожалуйста. Подождите, сейчас я сделала как-то не сильно резко, только сейчас заметила. Угу. Первое, что вижу, там мешочек с деньгами. Это траты. Якорь. Якорь что-то получается закончить, доделать. Или еще иногда бывает, по якорю мы много времени проводим где-то в одном месте. Да, вот целый день где-то будете находиться в одном месте. Может быть, даже с горячо любимым человеком. Да, вот горячая любовь. Проведете вместе где-то целый день. У кого, кстати, нет, да, любимого человека, это может быть знакомство. Вы можете познакомиться. Так, смотрим периметр. Здесь нет. Здесь нет. 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 Солнышко нельзя. Нет. Колокольчик можно. Колокольчик — это пустые разговоры, да. Где-то вот просто будете хорошо проводить время вместе, да, болтать, ничего не делать. Замечательный выходной называется. Так, здесь нет. И здесь еще вижу конфликт, месть. 2 меча. Может быть, даже еще с кем-то и поругаетесь в этот день. Ну, будем надеяться, да, не со второй половинкой, со своей. Так, смотрите, что получается. Траты, якорь. Где-то проводите
да, где-то фиксируйтесь, якоритесь надолго, пустые разговоры, все прекрасно будет в личной жизни, и может быть еще конфликт в этот день. Так что вот, чтобы себе не испортить, да, вот эту такую прекрасную картину, постарайтесь, да, вот как-то себя контролировать, что ли, потому что мечи показывают, ну, прям скандал, да, то есть это не просто какая-то ссора, да, вот как по метле бывает, ну, там что-то вспылили, да, и забыли, а здесь прям может быть серьезный скандал, так что смотрите, может такое быть. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Девы, сейчас посмотрим, что у вас. Так, девы, смотрим. Девятое января, воскресенье. События для дев. Покажите мне. Так, первое, что увидела, это лебедь. Показывает верность. Для тех, у кого есть пара, да, то есть это такое парное событие, у вас все будет прекрасно в паре. Да, любовь, гармония, взаимопонимание в этот день. Также еще есть события в месяце, то есть это что-то, что происходит с вами каждый месяц в этих числах. Луна показывает. Исполнение желания может быть в этот день. Подарочек, девы, еще может быть, да, какой-то получите. Кстати, верность еще иногда показывает какое-то важное событие для вас, как для пары, да, например, день знакомства, день росписи, там, день рождения ребенка, да, вашего, поэтому, может быть, у вас день свадьбы, да, и вы получаете подарочек. Так, новости хорошие еще получите. И свидание. Ну, тут у вас прям вообще личная жизнь бурлит. Так, смотрим периметр. Нет. 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 Нет совпадений здесь. Нет. 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 Нерешенное дело. Ну, вот единственный такой пока небольшой минус — это какое-то дело. Ну, потому что тут вам не до дела, у вас тут любовь. Да, какие дела? Дела подождут. Для этого есть будние дни, да, дела решать. Так, здесь нет, и здесь нет совпадений. Смотрите, прекрасный день. У вас верность, да, показывает, романтика, любовь, исполнение желания, хорошие новости, подарок, свидание, ну просто вот красота. Какое-то событие в месяце, еще, ну, событие, вот я же говорю, что, скорее всего, это что-то связано, либо день встречи, день свадьбы, да, то есть что-то какое-то важное мероприятие. Единственный минус — это нерешенное дело, ну, думаю, ничего страшного, решите в другой день. Так что вот такая красота, дева, у вас. Благодарю за внимание, и дальше я перехожу к весам. Следующие 6 знаков от весов до рыбок у меня будет во второй части видео. Если вам нужны эти 6 знаков, переходите по ссылочке, под этим видео есть ссылка, да, на вторую часть. Или у меня на канале в плейлисте «Карта дня» есть также все части карт дня. Можно так и так, да. Либо, если вы не поймете или не знаете, как это, можете мне написать в комментарии, я вам скину ссылочку, вы по ссылочке перейдете. Жду вас во второй части.